Огромное спасибо штабу татар, который занимается всем этим, направляет пути. Ну, знаете, когда направив на истинный путь, это что-то значит. Спасибо огромное. При случае хочу выразить большую благодарность татарской диаспоре города Москвы за огромную помощь, которую вы оказываете Казанскому хоспису, работе Казанского хосписа, деткам пациентам, взрослым пациентам. Знайте, что на самом деле ваша помощь делает великие дела, и вы не проходите мимо чужой боли. И спасибо вам огромное. И слава, наверное, Всевышнему, что татары должны поддерживать татар, не только татар, и русских, которые живут в Татарстане, потому что все-таки мы единый народ. И я очень рад, что я в Татарстане живу, и что у меня есть соплеменники в Москве. Спасибо вам огромное. У нас постоянно 35 человек находится, потому что мы по государственному заданию, у нас 17 детских коек, 18 взрослых. Но я бы не сказал, чтобы у нас пустовали койки. Койки всегда заняты. Востребованность паллиативно-хосписной помощи очень большая. Вот только сейчас пришел пациент один, и папе сделали большую операцию, там желудок подрезали, и в общем, состояние, а у самого, говорит, жена тоже инвалид первой группы, можно ли к вам, а притом участник войны. А какие вопросы? Сразу везите, связался с больницей, даже и местов нет, я говорю, мы найдем, положим. То есть вот так вот. Также насчет деток. Вот сегодня у нас выписывается 5 человек, и уже сегодня же поступление. Есть тяжелые дети, которые находятся сейчас в реанимации в ДРКБ, они к нам поступят. Есть одна из детдома, 16-летняя девочка с трахеостомой, гастростомой, тоже в ДРКБ пока находится. Тоже сейчас вот документы, разрешение спросили к нам привезти. Нужны такие заведения, как хосписы, особенно в связи с тем, что, к сожалению, паллиативных пациентов становится с каждым годом все больше и больше. И поэтому руководство страны обратило внимание на паллиативную помощь. Недавно в Госдуме был принят во втором чтении закон, где внесли изменения об оказании паллиативной помощи. Это то, что помощь будет оказываться на дому, в дневных стационарах. То, что если человек неадекватен и сам не в состоянии подписать те или иные документы или отказ от лечения чисто на паллиативную помощь, то за ним, заместо его могут сделать представители лечебного учреждения, где он находится, или родственники. В общем, те поправки, которые нужны, но это только начало, потому что развивать паллиативную помощь надо, и она должна включать в себе на самом деле все 4 составляющие. Ну, в хосписах они делаются, это то есть медицинская, самая главная часть, психологическая, духовная, социальная. В таких заведениях, как хосписы, это все делается. Ну, у нас, по крайней мере, в Казанском хосписе это все делается. А на дому, вот их надо включать, помимо медицинской части, именно остальные вещи, потому что, ну, без этого не обойтись просто для улучшения качества жизни. И вот, будучи на парламентских слушаниях в Госдуме, я внес одно из предложений разработать отдельные санпины на паллиативную помощь. И я очень рад, что и депутаты, и представители Минздрава России услышали меня. И Минздрав России уже сказали, что отдельные санпин на паллиатив будут разработаны. Это радует. Мы улучшим качество жизни пациентов, тех, которые находятся на домашнем, будем говорить, лечении, то есть на дому. Конечно, если родственники в состоянии ухаживать за больным пациентом, хоть ребенком, хоть взрослым, поддерживать функции организма, то есть следить за аппаратами, то есть ИВЛ, НИВЛ, там, в состоянии и финансовые возможности это позволит им делать. Конечно, пациент должен дома находиться, но те, которые уже не могут находиться дома, конечно, нужно развивать такие заведения, как паллиативные отделения и хосписы. Увы, это надо. Ну, что ж, из новостей что могу сказать? Я знаю, что
У нас же в планах построить еще стационар на 60 койко-мест, потому что, чтобы до Закамской зоны мы это обхватили. Есть надежда, что участок земли, который руководство республики нам подобрало, будет передан нам под строительство. Я знаю, что 26 числа в Москве будет заседание комиссии, так как это земля федеральная. Министерство строительства выезжает в Москву с докладом и с предложением передать этот участок земли. И я надеюсь, если нам передадут, мы начнем стройку столь необходимого важного стационара. Потому что помимо онкологических пациентов, паллиативной помощи, обезболивания считается, нуждаются, вернее, очень много по другим зонологиям, по болезням, будем так говорить, пациентов, и особенно сердечно-сосудистые заболевания, вегетативном состоянии пациенты, которых, увы, некоторые даже родственники не забирают из больниц, и они находятся в больницах, и вот их с одной больницы в другую переводят. И чтобы такого не было, они будут находиться в нашем хосписе, ну, будем говорить, до последнего. Конечно, это все в планах. Я надеюсь, что мы это выполним и сделаем. Не ради нас, не ради звездочек на погонах, а ради того, что эти пациенты нуждаются в нашей помощи. 16 лет было, как ее не стало. Вот 6 февраля было ровно 16 лет, как не стало Анжелы. И вот все 16 лет мы занимаемся, ну, по крайней мере, я занимаюсь, и команда. Да мы как начинали, 4 человека, так и продолжаем. Но у нас команда большая, ведь фонд Анжелы Вавилы, хоспис – это единое целое. Мы его создали, мы учредили, мы построили, мы работаем, мы возглавляем эту работу. А так как мы вот начинали вчетвером, мы так и продолжаем. В 16 лет я потерял дочку свою, и перед тем, как в последние месяцы, недели, дни ее жизни, зная, что уже ее не спасти, так как был 3-й рецидив, я тогда узнал от врачей, что очень жаль, что у нас в стране нет детских хосписов, и где можно было бы находиться с дочкой до последнего дня ее жизни, часа. Я задался тогда себе еще вопросом, что такое хоспис, начал изучать эту проблему. И когда 6 февраля 2003 года дочки не стало, я дал себе как обет, что обязательно у нас в Казани появится хоспис, и я это сделаю. Я трудно к этому шел. Во-первых, надо было учиться быть добрым, учиться завоевывать доверие людей, чтобы в тебя люди поверили, в твои цели, задачи. Счастья, здоровья, мира, благополучия и всего самого хорошего. Это был мастер-класс, мы сейчас сделали открытие. Ну что я вам скажу, мои родные? Дорогой наш Владимир Владимирович, сердечно поздравляем вас с 23 февраля. Сегодня день сильных и мужественных людей, праздник отважных и смелых духом мужчин, которым есть кого и что защищать. Свою отчизну, свое дело, свой дом и своих близких, свое будущее и нас, ваших деток. Давайте я вас обниму. Я вас всех люблю, Господи, как я вас всех люблю, а? Как я вас люблю. Тому, что вот делаешь, вот это, я считаю, вот это и заслуга есть. Здесь, в этом заведении без любви нельзя, без доброты, без любви. Оно должно от сердца, от души идти. Потому что ведь ребенок больной, он сразу заметит фальшь. Хоспис – это про жизнь, достойную жизнь до конца. Увы, это так. У нас же где хосписы? Москва, Питер, вот Казань, несколько коек есть там, в Саратове, там, ну еще где-то койками. А потому что финансирования не хватает. Ладно, вот у нас мы так доверие
населения, которые нам помогают, внося благотворительные пожертвования на работу хосписа, нам койка обходится в среднем почти что около 5000. И вот остальные деньги мы добираем за счет благотворительных пожертвований, которые вот неравнодушные люди вносят, родственники больных нам вносят. Вот у нас ушел знаменитый акушер, его жена тоже врач, мы дружим до сих пор. А его дети, у кого, когда он болел онкологией, дети, кого он роды принимал, делали концерт благотворительный, деньги на его лечение собирали, они много лет с ним боролись. И он ушел в наших стенах, и она вот все, тогда сколько оставалось от лечения, по-моему, 500 с чем-то тысяч, плюс, я помню, 2 рубля, она сразу внесла в работу хосписа. Имя от имени мужа до сих пор шлет нам благотворительные взносы. И когда мы отчеты пишем, тоже мы пишем от него. Ей, значит, это приятно. Ну, в общем, судьбы разные, жизни разные. Очередь же у вас, да? Ну, очередь. Поэтому же вы хотите большой построить? Да, очередь. Увы, я же говорю, вот если примерно только по онкологии, по детской онкологии, я уж не говорю взрослые, это кто хочет посмотреть, подъедьте к онкоцентру, посмотрите, там машин некуда поставить. Вот. Если примерно от 80 до 100 пациентов было первичных, то за тот год уже 134 человека первичных. А еще эти, вы поверите, нет, у нас в том году от онкологии умерло 6040 человек в год. У нас в Татарстане столько умерло за год. От онкологии. Да, только от онкологии. Первый раз я познакомился, когда мы возили еще до хосписа детей, на игры победителей возили. И нам полпредства нас встретил с детей, с командой. Я тогда познакомился с Равилем Калимуловичем. И после того, как начали работать над проектом хосписа, и просто он неравнодушный такой человек, который много там акций нам делает в поддержку хосписа, договаривается с артистами, те делают благотворительные концерты в пользу нас. Я знаю, что вот в конце марта будет большая выставка «Экспо», и все товары, которые они после выставки передадут нам, это все заслуга Равиля Калимуловича. Я знаю, что он из полпредства волонтерскую команду создаст, чтобы мы приехали, этот товар приняли. То, что мы что-то оставим на хосписа, остальное мы отдадим в больницы, то есть тоже в РКБ, в Зеленодольск передадим. То есть нам сказали, 3-4 грузовика вы повезете только из Москвы товара, потребления, которые производят у нас в России. Потом мы уже договора послали, документы, они передадут нам, а мы только что тоже себе оставим, за остальное раздадим. Ну, это работа полпредства. Ну, даже Алсу, это только Равиль Калимулович с ней поговорил, был концерт, она сразу 1 миллион перечислила нам. Это вот реально, да? Конечно, это все реально. Иначе как мы работаем, мы существуем, не существуем, мы работаем, мы оказываем полностью паллиативную помощь во всем ее проявлении в хосписе. Вот недавно же Алсу сделал, да? Вот конец года. Да. Вы там были в концерте? Ну, конечно, был. Конечно, был. Да вообще, ну что говорить, звезда, о чем говорить уже. И был, и обнимались, и целовались. Нет, Алсу будет, она была. Здесь Аида Гарифуллина была. Была, да? Да, здесь она исполняла. И она тоже недавно концерт дала. Пела здесь для нас. А вы знаете, в джинсах спокойненько, с мамой была. И такой спела 2-3 произведения. Вот в шоке были, у нее голос-то. И недавно вот она тоже нам концерт благотворительный сделала в БКЗ. Тоже средства передала. То есть нас поддерживает. У нас культурная такая диаспора наших, особенно татарских исполнителей. Нас вообще поддерживает здорово.